Франция обыграла Бельгию и стала первым финалистом чемпионата мира по футболу. Такой футбол на Якутии 24. Я Андрей Погорелов, и мы говорим только о футболе. Сегодня рядом со мной эксперт, аналитик, тренер Петр Соколов. Петр, приветствую. Здравствуйте. Франция и Бельгия определили первого финалиста Мундиаля. Кто был фаворитом до начала этой встречи? Фаворитом считалась Франция, но, на мой взгляд, матч был не такой зрелищный, который хотели бы видеть болельщики. То есть вся игра, можно сказать, возможно, здесь Дешам сделал правильную тактику. Они играли вторым номером практически. Как никогда, кстати, на чемпионате они не играли вторым номером. Соответственно, отдали они больше владения мячом бельгийцам. В принципе, хорошо сыграл вратарь сборной Франции, вытащив три, можно сказать, таких хороших момента. И при этом реализовали, можно сказать, один из двух моментов, который непосредственно был у игроков Франции. Вот в первом полуфинальном матче французы обыграли с минимальным счетом, да, точный удар головы на счету МТТ. Это защитник, да, который подключился, и Гризманн навесил с углового, и они забили гол. Но вот бельгийцы до этого в 5 матчах забили 14 голов, и впервые на этом чемпионате ушли с нулем. Вот что им помешало или кто? Ну, в принципе, грамотная постановка игроков. В принципе, как я сказал, что сборная Франции отдала инициативу бельгийской сборной и реализовала, можно сказать, один из двух моментов, которые непосредственно у них были. Хотя в конце второго тайма они несколько раз убегали в контратаке, но в то же самое время те игроки, которые находились на поле, они не шли на, как сказать, на обострение. То есть, соответственно, тот же самый Погба пару раз, он, в принципе, мог уходить по краю, а он остановился и выбрал продолжение атаки, это сохранение мяча. То есть, буквально последние 10 минут все шло на то, чтобы загасить игру и чтобы игра была небольшими отрезками. В очередной раз молодой Мбаппе показал игру, наверное, зрелого игрока. В этот раз он не шел в обводке, да, не показывал, в принципе, свою скорость, не пытался ее показать, да. Он больше делал, наверное, неожиданное для соперника. Несколько разрезающих пасов отдал. В свою очередь Жиру только транжирил эти моменты, которые для него как раз пару моментов Мбаппе и создал. Вот как вот вообще можно, вот, наверное, описать, наверное, линию атаки вот в этом матче французов, как они играли? Почему Жиру не попадал? Там практически 100% моменты были, не расторопен он был или что ему мешало? Ну, возможно, здесь что ответственный матч, это во-первых, ну и в принципе, я говорю, команда, в особенности Франции, она играла от обороны. Реализовали они там один из двух моментов, можно сказать, те, которые были. При этом они насытили центр поля, соответственно, не давали больше простора полузащитникам сборной Бельгии. Ну вот по первому тайму сложилось такое впечатление, что команды были, наверное, готовы отдать инициативу и та, и другая друг другу отдать, потому что, как показалось, вот, им было, наверное, удобнее атаковать на контратаках и тем, и другим. Не было ли у вас такого ощущения? Ну да, здесь... По крайней мере, по первому тайму. Здесь можно сказать, что цена ошибки. И ошибка здесь произошла при подаче углового. При этом сборная Бельгии, как я сказал, не реализовала три таких момента, где на высшем уровне сыграл вратарь. Ну, ко всему этому еще можно добавить пару ошибок французов в обороне. Это защитники мирового класса делали пару раз такие, ну, детские ошибки, можно сказать, да, мимо мяча, ну, там что-то не так ногу подставил. То есть на чемпионате они такой игры не показывали. Вот с чем вот это было связано? Это же опять нервозность или что это? Не, ну это в любом случае давление, то есть остается одна ступень для того, чтобы попасть в финал. И поэтому здесь при этом
большое количество зрителей. Кто стал лучшим в этом матче и с той, и с другой стороны? Ну, на мой взгляд, в сборной Франции я бы выделил двух игроков. Это Погба и, думаю, выше в данном случае я бы поставил вратаря, который фактически вытащил вот там три таких момента, где он там кончиками пальцев доставал те, можно сказать, мячи, которые уже... У бельгийцев. Да. Кто был лучше? У бельгийцев, не знаю, Азар, как бы, опять с тактической точки зрения, Азару не давали свободы, то есть более компактно играли. 4 игрока на него выходило порой. Вот посмотрите предыдущий матч с Бразилией, где он фактически убегал от... Во втором тайме Азара никто не мог догнать со сборной Бразилии. Здесь фактически один игрок шел навстречу, и были как 2-3 человека, которые шли на страховку, поэтому нейтрализовали, можно сказать, лидера. Но, может быть, мое мнение, что не так сыграл Фелайни, возможно, его нужно было выпускать именно во втором тайме, то есть для усиления, а не показал. Ну, честно говоря, Ну, вот, у бельгийцев мне понравился... Мертенс вышел потом, а он начал же обострять немного во втором тайме. Ну, все равно Подачи какие-то пошли. игроки сборной Франции играли компактное, расстояние между ними там было 3, максимум 4 метра, поэтому везде шла страховка, и в обыгрыш было пойти очень трудно. Ну, в сборной Бельгии, в принципе, мне очень понравился Вицель, который непосредственно шел до конца, пытался бороться за каждый мяч, но опять я говорю, что здесь выигрывает команда. Именно почему? Потому что один игрок не может потащить за собой команду. Ну, получилось в этот раз так, что ни тот, ни другой тренер друг друга, в принципе, не переиграли тактически. Здесь решилось все стандарт. То есть подача с углового, с игры ни одного гола не было забито. Антуан Гризманн после матча сказал, что ему все равно играть с кем, с Хорватией, либо с Англией. Но так ли это на самом деле? Вот с кем было бы, наверное, предпочтительнее, вот, по вашему мнению, играть французам в финале? Сборная Англии, с одной стороны, она более читаема, с другой стороны, хорваты как бы непредсказуемые. Поэтому здесь те команды, которые вышли в полуфинал, они имеют каждая свои какие-то определенные харизмы. Поэтому, ну, на мой взгляд, для сборной Франции легче, мне кажется, было бы играть со сборной Англии. При этом, как опять уже отмечается и в средствах массовой информации, что сборная Англии, в принципе, нервирует сборную Франции. Вот, предпоследняя тренировка была сопряжена, вот они играли там в салочки петухами. Поэтому, да, поэтому здесь... То есть они, в принципе, в предвкушении? Они, да, в предвкушении, но опять мяч круглый, 11 человек с каждой стороны на поле, поэтому одна какая-то ошибка, возможно, поменяет все расклады. Вот во втором полуфинале, вот как раз-таки Хорватия и Англия, а здесь у кого больше предпочтения на победу? Предпочтение на победу, ну, я думаю, сборная Англии. Почему? Потому что сборная Англии, во-первых, она и групповую стадию прошла, можно сказать, с наименьшими затратами. И, в принципе, и дальнейшее ее продвижение 1/8 и 1/4 финала, ну, на мой взгляд, не были
столь мучительный, как для сборной Хорватии, которые и 1/8, и 1/4 финала сыграли по 120 минут. То есть, в принципе, с физической, в плане восстановления. Хотя, с другой стороны, если посмотреть, что сборная Хорватии, если она поймала тонус, то здесь это, возможно, сыграет и на руку сборной непосредственно Хорватии. И тренер и Англии, и тренер Хорватии в один голос говорят, что не ожидали таких результатов от своих команд. То есть они открыто говорят, что не рассчитывали на свою команду, что они будут играть в полуфинале. Это больше все-таки плюс для тренера или же минус? Вот насколько будет, наверное, сложно или, наоборот, легко играть, с учетом того, что они сами этого не ожидали, но тут, скажем, замаячил на горизонте кубок, и есть возможность за него реально побороться. Ну, на мой взгляд, они лукавят. Почему? Потому что и непосредственно сборная Хорватии, и сборная Англии здесь в последнее время, в том числе и нынешний полуфинал, это стратегия построения матча. То есть здесь штабы обеих команд досконально изучают какие-то моменты, середину поля. Вот как мы сегодня отмечали уже, что не дали сыграть Азару, не дали той свободы Азару, которая непосредственно у него была, когда проходил матч Бразилия-Бельгия. Непосредственно какой счет будет сегодня в игре Хорватия-Англия? Кто победит? Прогнозы? Ну, я вообще буду болеть за Хорватию, но, на мой взгляд, перевес будет либо 1-0, либо 2-0. То есть, в принципе, хорваты не забьют, а получается, что игра закончится в основное время. Ну, я думаю, да. Ну что ж, будем уже сегодня вечером знать, с кем будет встречаться Франция, будет ли это Хорватия, либо Англия, и будем ждать финала.